Сегодня, в День российского предпринимательства, в Финно-Угорском этнопарке в селе Иб прошел форум «Цифровизация». Его организовал Центр «Мой бизнес Коми». Предприниматели со всей республики смогли узнать у федеральных коллег, как выйти на российские и зарубежные маркетплейсы, автоматизировать и масштабировать свой бизнес. О цифровых секретах расскажет и Евгений Стокас. У Марии Михайловой своя студия подарков и бизнес в сфере красоты. Она планирует расширять свое дело. На форуме «Цифровизация» бизнес-леди хочет узнать, как можно увеличить охват предприятия и найти партнеров. На месте стоять не нужно. Обязательно нужно обучаться, выходить на новые уровни. И маркетплейсы меня очень интересуют. И также новые знакомства для меня очень важны. А здесь форум такой очень большой и классный. Более 250 предпринимателей, которые собрались здесь сегодня, тоже это понимают. Жить, работать и зарабатывать без цифровых сервисов сейчас невозможно. Старые подходы не работают, когда конкурент на расстоянии одного клика. Сегодня бизнес должен пользоваться всеми цифровыми инструментами для того, чтобы увеличивать продажи, расширять рынок, повышать конкурентоспособность, качество продукции через какие-то сервисы. И главная задача форума – это, безусловно, обучение. Знания, которые получат предприниматели от лучших российских спикеров, будут ими применены. В производстве, услугах, развитии везде есть возможность для внедрения цифровых инструментов. Причем, как утверждают спикеры форума, у малого и среднего бизнеса есть ощутимые преимущества перед крупным. В моей картине мира цифровизация – это способ для маленькой компании обогнать больших мастодонтов за счет своей гибкости и цифровых инструментов. То есть цифровизация, она дает дополнительные возможности тем, у кого не так много ресурсов для того, чтобы побеждать, например, по цене. Потому что цифровизация, она ведет прежде всего к оптимизации расходов, времени, денег и улучшению сервиса. Это позволяют делать, к примеру, CRM-системы, которые у нас введены не везде. Еще один мощный инструмент развития – онлайн-маркетплейсы. Интернет-площадки каждый год бьют рекорды по выручке. Продажи уходят в онлайн, а предприниматели должны уметь выбивать себе там место под солнцем. Мы за срок работы нашей компании вывели более 171 компаний, других на площадке, поэтому у нас есть опыт в разных товарах, в разных нишах, начиная от каких-то чаев, заканчивая бытовой техникой. И подводных камней очень много, в особенности на разных товарах, то есть один товар может продвигаться по одному, другой по другому, и поэтому нужно знать много тонкостей, чтобы выставить эффективные продажи. Участники форума научатся выстраивать эти процессы и дальше выходить на нужные маркетплейсы, не теряя лишнего времени и денег. Также и с международными рынками. Товары из России остаются востребованными, но предприниматели нередко допускают ошибки или боятся на них выходить. Для международных стартапов инструменты тоже существуют, и ими федеральные коллеги также поделились. В первую очередь боятся того, что без релокации невозможно запустить продажи. Во вторую очередь, что просто не хотят туда суваться, потому что думают, что это очень сложно и вообще для кого-то там со стороны, но вот не для меня. Противоположный миф – это что все очень просто, что мы вот здесь вот смогли, и там будет точно так же. Не только те, кто смог лично посетить форум цифровизации, научились чему-то новому. Центр «Мой бизнес» вел прямую трансляцию всех выступлений, и они останутся доступны в сети. Предпринимателям Коми остается все посмотреть, усвоить и начать внедрять передовые практики у себя. Евгений Стокас, Олег Костромин, Юрган, Сыктывдинский район.